В четвертом квартале 2019 года планируется снизить ставки по государственной ипотеке до 6% годовых. Согласно информации, на сегодня осуществляется вливание долгосрочных ресурсов на ипотечный рынок через коммерческие банки, что составляет порядка 30% ипотечного кредитования. Также начали выпускать ипотечные ценные бумаги для привлечения дополнительных ресурсов в ипотечный рынок через банки-партнеры. Глава государства обратил внимание на необходимость ее расширения, чтобы еще больше категорий населения могли иметь доступ к программе за счет снижения процентной ставки и изыскания дополнительных ресурсов и внешних инвестиций. А также отметил, что необходима специальная программа по ипотечному кредитованию для особо уязвимых групп бюджетников и сотрудников социальной сферы. За счет выпуска ипотечных ценных бумаг привлекать дополнительные ресурсы в ипотечный рынок через банки-партнеры. То есть банки-партнеры выдают кредиты, оформляют залог, потом оформляется ипотечная закладная. Мы выкупаем эти ипотечные закладные, формируем пул ипотечных закладных и в сумме 200-500 миллионов, на сумму 200-500 миллионов сомов мы выпускаем на рынок ценные бумаги. По задумке правительства, госкомпания должна помочь гражданам обзавестись собственным жильем на доступных условиях. Несмотря на то, что годовой процент государственной ипотеки гораздо ниже по сравнению с частными банками, люди не перестают брать кредит на ипотеку в банках страны. Отметим, что частные банки выдают ипотеку всего на несколько лет и по ставкам гораздо выше государственной ипотеки. При этом у них строгие требования к платежеспособности клиентов и залоговому обеспечению. Однако из-за того, что приходится ждать некоторое время для оформления и выдачи госкредита, многие обращаются в коммерческие банки страны. По мнению жителей столицы страны, кредит на ипотеку имеет как положительные стороны, так и негативные. Если для многих ипотека – это возможность приобрести свою собственную жилплощадь, то для других это продолжительная головная боль. Я думаю, что условия жизни должны создаваться всем своим населением, и ипотека тоже должна быть существовать в нашем государстве. Если уровень зарплатной платы, если не позволяет, то тогда много проблем. Честно говоря, ипотека в нашей стране она достаточно дорогая в обслуживании. Я думаю, что в Кыргызстане не стоит брать ипотеку. У нас очень сложная кредитная система. Вы, возможно, не сможете нормально расплатиться с долгами, а потом будете всю жизнь страдать насчет этого. Поэтому я против ипотеки в Кыргызстане. Спасибо. По мнению экспертов, в Кыргызстане активно практикуется американская модель ипотеки, так как система государственной ипотеки производится по обычному банковскому принципу кредитования. Именно поэтому проблема социальной направленности этой программы остается нерешенной, считают эксперты. Государственная ипотечная компания она столкнулась с двумя проблемами. Да? Первая проблема – это нехватка ресурсов. То есть государственный бюджет не может выделить достаточное количество денег. Вторая проблема – это доступность ипотеки. Та ипотека, которая по тем правилам, по которым предлагается ипотека, государственная ипотека, она из 100 человек доступна только 5. Основная проблема, по мнению экспертов, в том, что реальным госслужащим очень сложно брать ипотеку, так как средняя заработная плата в Кыргызстане составляет 15 тысяч сомов, тогда как по подсчетам государственной ипотечной компании примерно ежемесячная выплата составляет 13 тысяч сомов с учетом процентов. На сегодняшний день стоит большая задача. Как сделать так, чтобы простые граждане, учителя с зарплатой 5 тысяч, 7 тысяч, могли приобрести жилье. Это фундаментальное право человека, право на жилище, да, скажем. И это должно реализоваться государством и правительством. Зарожденная в США система кредитования на сегодняшний день очень развита по всему миру. Напомним, государственная ипотечная компания начала работать с 2015 года. Согласно отчетам по состоянию на декабрь 2018 года было выдано почти 3800 ипотечных кредитов на сумму более чем 4 миллиарда сомов гражданам, работающим в бюджетной сфере. Мерим Кубанычбек, Шахрух Иминджанов, новости Ошпери.